Семья Никита, проживающая по улице Колхозная в селе Чок-Майдан, после плановых профилактических мероприятий, которые провело предприятие «Гагаузгаз», не дала возможность специалистам вновь возобновить по данной улице подачу газа. Причина в том, что газораспределительный шкаф находится во дворе семьи Никита. Здесь собрались люди. Колхозная улица не имеет газа из-за одного человека. Один человек правит газом там. Газовое хозяйство не предпринимает меры, сельский совет также, и участковые также. В связи с тем, сколько я услышала от этих людей. Но они мои односельчане, и у меня болит. И я не могу молчать, потому что никто меня не заберет право говорить. Но они не знают, что они имеют очень большие права. Жить на земле и пользоваться своими правами. У нас очень большие проблемы. И никто нас не слышит. Ни примар, ни газовое хозяйство, никто. У нас приехали внуки на каникулы, мы сидим без газа, ни готовить, ни помыться, ничего. Мы готовим на улице, на котлонах. В это время мы уже не знаем, куда обращаться. Никто на нас не обращает внимания. Мы думаем, что пусть слышит нас вся Гагаузия. Может, кто-то предпримет что-то. Они поставили там собаку, чтобы не подошли туда никто, чтобы не открыли кран. Каким образом они мотивируют свои действия? Ну, они говорят, что убрать шкафную с территории. Убрать шкафную, да, ящик этот. Когда поставили туда шкаф, там у них дом был чуть дальше, вот эта кухня. А тут взяли и прямо возле шкафа поставили одну стену, сделали себе там какую-то маленькую комнатку, кухню. И теперь, мол, это мешает им. Здесь уже обращаться в сельский совет в первую очередь. В вторую очередь уже в прокуратуру. Обратились к комиссару, дали заявление, все. Уже полмесяца прошло, никаких ответов нет. Полтора как газа нет, но как мы заявление записали. Как справляетесь без газа? Плохо. Котлон. Его величество котлон. Жительница села Чок-Майдан Домна Никита, не разрешающая подачу газа, утверждает, что из-за газораспределительного шкафа, который находится вблизи ее домовладения, может произойти возгорание. Хозяева дома номер 28, построив каменный забор, перекрыли доступ соответствующих служб к газораспределительному шкафу и, остерегаясь утечки газа, требуют убрать этот шкаф с территории их домовладения. Проблема была не с такой, шкафа улучшена. Да. Проблема в том, что установили этот шкаф у нас во дворе, и уже 9 лет он здесь. Каждый день кормят нас обещаниями. Лопнул кран, и нам ничего не сообщили. Приходили в день по 5 раз, что-то делали. Затыкали ватой, какой-то пеной, но никто так и не поставил нас в известность о случившемся. Комнаты наполнились ночью газом. Проснулись под утро в 4 часа. Везде газ, нечем дышать, в глазах печет. Некому обратиться, никого не знаем. Потом позвонила примару, но так никто и не появился. Ни примар, ни один советник. Приехали газовщики, но я их во двор не впустила. Нам обещают убрать этот шкаф уже 3 года. Я только одного хочу. Пусть уберут этот шкаф с моего двора. А если произойдет какое-то ЧП, кто будет за это отвечать? Akı her yerde gaz, dolu her yerde gazla. E o patlaydı ben nasıl yapacağım ha? Biz Pakistan'ız. 3 yıla bir şart ettiler, aldattılar. Deni çıkarıcıydılar buradan onu. Da başka problemi bende yok. Alsın var nereye koysun. Harmanda var, geniş yer var nereye koysunlar. Без природного газа жители улицы Колхозная села Чок-Майдан живут уже более 1,5 месяцев. Местные власти проблему решить не могут. Примар, сославшись на то, что он находится в отпуске, от комментариев отказался. Сказать, что примария не реагирует, это неправильно, потому что неоднократно примария выезжала вместе с примаром. Были там и советники. Дело в том, что этот Никита, он не прав. И мы на стороне людей. Но он туда не подпускает. Он установил незаконно там забор свой. А чтобы его снести, он не хочет его сносить. И насколько я владею ситуацией, потому что я полностью этой ситуацией не владею, люди обращались к нам в примарию, в полицию и в прокуратуру. Там земельный участок, но этот земельный участок, где находится этот шкафной, это числится за примарией, не за его участком. Но он категорически против. Он хочет, чтобы демонтировали этот шкафной и установили в другом месте,
потому что якобы это угрожает его дому, его строениям там. Руководитель камрадского филиала предприятия «Гагаузгаз» Анна Бежинарь сообщила, что поставщик газа также не в силах помочь жителям из-за предыстории этой проблемы. 9 лет назад газораспределительные сети на данном участке села были проведены на личные средства 24 хозяев, которые по сей день являются собственниками этой трассы и одновременно пайщиками ассоциации, владеющей сетями. До сегодняшнего дня трасса не передана на баланс организации «Молдова-Газ». Это банальный шантаж людей немножко неадекватных. Что делать, если они больны на голову, и мы остались заложниками ситуации? Это земля, где находится шкафной, собственность примарии. И примария, и мы считаем, что и примар в том числе виноват, что он должен был включить себя и помочь нам. А он отстранился, все отстранились, мы остались с маленькими детьми, которые чуть ли не Котлончина и Керсона. Если наш примар нас не слышит, наше руководство, наш участковый нас не слышит, мы считаем, что Гагаузия должна нас услышать и помочь нам. С требованиями хозяев дома номер 28 об установке газораспределительного оборудования за пределами их домовладения жители не согласны, так как для этого им необходимо будет оплатить работу подрядной организации в сумме более 16 тысяч леев. С данной проблемой жители обратились и к представителю исполкома Гагаузии Софье Тарлак, которая провела в селе Чокмайдан прием граждан. В случае, если и исполнительная власть не сможет помочь жителям, они вынуждены будут обращаться в судебные инстанции.